Тема первой лекции сегодня – это послание президента России и СВО. Как известно, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию. И это послание внимательно разбирали эксперты, аналитики, но есть несколько моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Тут большую, на мой взгляд, роль играет не только текст выступления, который опубликован на сайте президента, разобран аналитиками, экспертами, но и очень важна телекартинка, которая показывает лица людей, которые принимали участие вот в этом очередном оглашении послания, которые выражают отношение вот тех людей, которые слушали вот это послание. Речь идет о представителях политической и деловой элиты России, с одной стороны. С другой стороны, впервые при оглашении этого послания были приглашены участники специальной военной операции. То есть это те простые наши сограждане, которые воевали на Украине, принимали участие вот в этой специальной военной операции и которые очень сильно отличались вот от представителей той политической тусовки, которая обычно присутствует на такого рода мероприятиях. Если мы проанализируем содержание этого послания, то обращает на себя внимание, я хотел бы обратить на структуру этого послания, потому что в начале, естественно, отвечая на чаяние времени, Путин говорил о специальной военной операции, о ситуации в мире и в России, о том, что мы живем в очень сложное переломное время, и сейчас на полях Украины у нас в России, в мире решается будущее мира на 21 век. И в этой части Путин отвечал вот на те вопросы, которые есть в нашем обществе, запросы. Вот как оценивает власть, какие перспективы у нас. И этот ответ был дан довольно четко. А потом Путин больше говорил в послании об экономике. Казалось бы, это не имело отношения к специальной военной операции. И в конце, когда вроде бы аудитория успокоилась, внезапно взорвал такую своеобразную информационную бомбу о том, что Россия выходит из договора о стратегических наступательных вооружениях. Это была своеобразная информационная бомба, которую никто из экспертов, аналитиков не предвидел, ни у нас, ни на Западе. И приостановка участия России вот в этом договоре, она говорит о том, что у России действительно появился качественно новое оружие. Речь идет о гиперзвуковом оружии, которое впервые была информация об этом оружии в 2018 году. И уже сейчас речь идет о том, что в России созданы средства противодействия этому гиперзвуковому оружию, которого нет ни у Соединенных Штатов Америки, нет ни у Китая, и вообще в мире нет и пока не предвидится. И Путин опять говорил о двойных стандартах со стороны Запада, о том, что вот американцы требуют доступа, контроля над российскими стратегическими наступательными вооружениями, и с другой стороны не допускают наших экспертов к своим запасам.
И вот такое необычное послание прозвучало, и там есть очень небольшой текст, который касается отсылки к истории. Буквально Путин сказал такую фразу, что в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл путь нацистам к власти в Германии. Вот это одно предложение, оно говорит о том, что наконец-то наше высшее руководство начинает извлекать выводы из истории и начинает называть вещи своими именами. В силу разных причин, даже в советское время и потом, тем более в постсоветское время, как-то было не принято говорить о том, что в годы Великой Отечественной войны против нас воевал коллективный Запад. И идет постоянно сравнение, я даже помню вот по советским учебникам нашим, которым мы учились еще в советское время, до распада СССР, нас учили тому, что вот нацистская Германия напала на Советский Союз, и приводилось сравнение, что вот в Германии проживало на тот момент 70 миллионов человек, а в Советском Союзе было 190 миллионов человек. Ну вот сравнение такое, как будто вот маленькая моська напала на слона. И было совершенно непонятно, на основании чего Гитлер вот на нас напал. Германия-то вроде бы маленькая, людей меньше. И было совершенно непонятно. Но если сравнить население, например, Европы на тот момент и СССР на тот момент, то соотношение сил было совершенно другое. И в либеральных СМИ многие вот историки, начиная с эпохи перестройки, они писали, говорили о том, что вот якобы советская Красная Армия завалила немцев там человеческим мясом, что у Красной Армии было огромное превосходство в силах над германским вермахтом, но почему-то отрицают очевидные факты, что, мобилизовав все ресурсы Европы, к моменту нападения на Советский Союз германский вермахт имел в своих рядах 5 миллионов 500 тысяч солдат. Численность Красной Армии на тот момент составляла всего лишь 3 миллиона 900 тысяч человек. Ну вот сравните 5,5 миллионов и 3,9 миллиона. На некоторых участках фронта преимущество немцев только в живой силе составляло 3-4 раза за счет концентрации ресурсов на решающих вот участках фронта. То есть ни о каком численном превосходстве Красной Армии речи быть не могло. Другое дело, что по ходу этой войны Советский Союз мобилизовал и поставил под ружье более 30 миллионов человек. Это действительно факт. Германии удалось мобилизовать и в своей стране, и в Европе более 20 миллионов. То есть соотношение сил изменилось, но это за счет максимальной предельной концентрации. И вот как раз об этом и сказал Путин вот в этом послании. И получается, что против нас-то и тогда воевал коллективный Запад, и сейчас вот на территории Украины во время этой специальной военной операции мы столкнулись не с Украиной, а с коллективным Западом. Поэтому вы, наверное, обратили внимание, когда речь идет о вот нашем даже российском телевидении, интернет-изданиях, в последнее время, особенно вот в конце прошлого года, в начале этого года, начали говорить, что вот войска НАТО, не Украины, а именно войска НАТО там сконцентрировались, там ударили, напали, не Украины. То есть вот идет такой процесс осознания, с кем мы воюем. Если брать чисто вооруженные силы Украины, они ведь известны из открытых источников, практически
Вооруженные силы Украины прекратили свое существование. Известно количество там танков, орудий, самолетов. Практически все они уничтожены в ходе вот этой специальной военной операции за год. Но они почему-то продолжают воевать. Объяснение очень простое. Страны НАТО, коллективный Запад обеспечивают оружием, боеприпасами Украину, потому что у них своего производства нет. И вот, наконец-то, вот спустя год есть осознание, что это историческая преемственность. Почему не отмечают, например, 9 мая в Европе? Потому что фактически их деды и прадеды, они воевали против нас. И это была целенаправленная акция. И Гитлер не просто так пришел к власти. Его вели к власти для того, чтобы уничтожить Советский Союз. И сейчас фактически продолжается вот это. И Путин, если вот внимательно прочитать, проанализировать послание Путина от 21 февраля, он говорит об этом. И есть какие-то мотивы, нотки. Вот некоторые эксперты подчеркивают, что сравнивают вот послание Путина с речью Сталина в июле 1941 года. Потому что вот в послании выступления Сталина к советскому народу в июле 1941 в год, во время самых тяжелых поражений, он обращается ведь к народу как к братьям и сестрам. И Путин тоже вот в своем послании тоже обращается к народу. Не к власти, там, не к генералам, не к членам правительства, а именно к народу. Что мы вместе должны победить в этой войне. Что Запад объявил нам войну на уничтожение. В мягкой, как бы деликатной, вежливой, дипломатической форме нанести поражение России. Но это поражение, это фактически смерть означает в наших реалиях. Запад хочет раздробить Россию на 80 с лишним субъектов с тем, чтобы качать, использовать наши ресурсы. Это было и в 1917 году, после февральской революции, это было и в 1991 году. И по сути вот послание президента говорит об этом. Еще такой момент хотел бы обратить внимание, который вот в текст не попал, но очень примечательно вот посмотреть на лица. Потому что лицо это лица и глаза вот тех людей, которые были вот в этом зале во время оглашения послания. Вот хотел бы вот обратить внимание, вот лица. Это руководители, министры, депутаты. И вот такой интересный контраст. Это вот участники специальной военной операции. Молодые ребята совсем, которых пригласили. Это Путин, очень собран, напряжен. И вот такой контраст. Это вот Сечин, министры. Некоторые уже спят, некоторые о чем-то своем думают. Слуцкий вообще спит, председатель комитета. Этот вообще уснул, храпит. Тут люди разговаривают о чем-то своем. И вот этот такой контраст, он о чем говорит? О том, что само обращение, само послание, содержание вот этих людей не устраивает. Ведь они уже устроены. Если вот посмотреть, проанализировать, есть же данные открытые, что сейчас засекретили доходы там членов правительства, депутатов, членов Совета Федерации, но из открытых источников известно, что в подавляющем большинстве, там 80-90% этих людей, представителей вот так называемой политической элиты России, это люди очень обеспеченные, долларовые миллионеры, которые имеют там зарубежные счета, недвижимость, дети, семья там за рубежом.
И эти люди как бы выступают в роли такой своеобразной пятой колонны. И то, что говорит президент, выступает там с посланием, это противоречит их интересам. Поэтому вот они зевают откровенно, там кто-то спит, храпит, кто-то разговаривает. То есть это им не интересно. И вот этот конфликт между президентом и вот окружающей его политической и деловой элитой, он говорит о том, что пришло время смены и политического курса, и смены кадров. Мне это напомнило 1934 год, это так называемый съезд победителей. На этом съезде в 1934 году, вот если посмотреть кадры официальной хроники, фотографии, тоже все вроде бы чинно, благородно, но уже на тот момент, если посмотреть последующие события, многие из участников этого съезда, они попали под репрессии в 1937-1939 году. И смысл вот этих репрессий, смены вот этой политической элиты, которая выдвинулась в 1917 году после Октябрьской революции, он заключался в том, что эта элита коммунистическая, большевистская, новая, ее также устраивало положение вещей на тот момент. И им не нужна была ни индустриализация, ни коллективизация. Им было без разницы, что вот Гитлер пришел к власти, что будет новая мировая война. И Сталин и его окружение уже думали о будущем. И нужно было эту элиту сменить. И вот Путин сейчас столкнулся с той же дилеммой. Уже фактически идет гибридная мировая война. Специальная военная операция – это часть вот этой войны только небольшая. И необходимо уже менять руководство страны. И приглашение вот на оглашение этого послания от участников специальной военной операции – это очень жирный намек на то, что на кого будет делаться ставка. И поэтому некоторые эксперты, аналитики уже всерьез говорят о том, что будет очень кардинальное обновление политической и деловой элиты. И выборы вот этого года, предстоящего года, они будут способствовать тому, что вот те люди, которые принимают активное участие непосредственно в этой специальной военной операции, те, которые участвуют в информационной этой войне, те, которые правильно понимают и отвечают интересам вот современной эпохи, они выйдут уже на первые роли. И в послании к Федеральному собранию тот же Путин открытым текстом заявил нашим олигархам о том, что было предупреждение, что рано или поздно Запад начнет конфисковывать их запасы, их деньги, их ресурсы, их недвижимость. И что необходимо возвращаться домой. И это было последнее такое китайское предупреждение для крупных бизнесменов, которые вывели активы. Но, к сожалению, мы видим по итогам 2022 года, что это предупреждение в пустоту. По итогам прошлого года из России вывели более 250 миллиардов долларов. То есть отток капиталов продолжается. И мы на примере известного олигарха Романа Абрамовича, губернатора Чукотки, видим о том, что он после продажи знаменитого футбольного клуба «Челси» 2,4 миллиарда долларов он передает в пользу Украины против России. И это вот такой наглядный пример, когда люди, которые до недавнего времени входили вот в ту же политическую деловую элиту России, сейчас Абрамович живет в Лондоне, в Великобритании, имеет британское гражданство, они уже
по ту сторону баррикад. И наступает такой момент истины. И вот послание Путина как раз сигнал и призыв для того, чтобы каждый человек, он сделал свой выбор. И это касается не только вот каких-то больших начальников, там, депутатов, миллионеров, там, членов правительства, но и для каждого человека. Вот если вы внимательно прочитаете это послание президента, то там буквально через каждое предложение идет призыв, прямое обращение к народу, к людям. Потому что сейчас вот этот фронт, невидимый фронт, он проходит через сердце, душу каждого человека. Потому что в первую очередь это война информационная. И, к сожалению, вот эту информационную войну мы пока проигрываем. Потому что с той стороны создаются специальные центры информационно-психологической войны, вкладываются миллиарды долларов на то, чтобы работать вот в тех же социальных сетях. Мы сталкиваемся в WhatsApp, в Инстаграме, в Фейсбуке, да, и в других социальных сетях с этой информационной атакой. Мы видим, как извращаются факты, что вот, дескать, бедных участников СВО там где-то избивают, где-то убивают, где-то грабят, где-то они ночуют в туалетах. Притом это анонимные какие-то сообщения выдаются за правду. И в одной из прошлых лекций я говорил о том, что вот технология этой информационной войны очень хорошо показана в двух российских недавних телесериалах, которые называются «Спящие». Там было 2 сезона, 1 и 2 сезоны. Вот я всем советую, и телезрителям, и участникам вот этой сегодняшней лекции посмотреть. Они есть, эти сериалы, в открытом доступе. Вот как эта технология информационной войны со стороны Запада осуществляется, когда из пальца буквально высасываются, и все сводится к антироссийской, там, антипутинской вот этой пропаганде и промыванию мозгов. И, к сожалению, там вот с одной стороны мы вроде бы воюем, идет эта специальная военная операция, там создаются штабы поддержки, акции какие-то проводятся. С другой стороны мы продолжаем жить обычной жизнью. Понятно, что у каждого из нас там есть свои проблемы, свои обязанности, но сейчас каждый человек должен подтянуться на своем рабочем месте, где он работает, где он учится. И от результата осознания, чем больше людей будут понимать, что происходит в мире и в России, будет зависеть наше будущее. Наше будущее, будущее наших детей и наших внуков. Будет ли Россия сильной и независимой страной, либо мы превратимся в очередную колонию Запада, и нас будут бомбить, как Донецк и Луганск. Вы уже сейчас видите, что там происходит. И что с той стороны действительно звери, фашисты, которые уничтожают мирное население, детей, и если они доберутся до нас, то жалеть они нас не будут. То есть либо мы их, либо они нас. Другого выбора нет.